Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Шалом. Шура. Сегодня 30 ноября 2024 года, 19 часов 4 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 4 минуты по городу Джахару. Сегодня у нас 88-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И с нами снова наш ведущий Аят Идигов. Машур Аят. Маршал Дал, добрый вечер всем, кто будет с нами на встрече, кто уже пришел. Да. Сегодняшний, я название стрима скажу. Сегодняшний свой стрим мы назвали «Рубль меньше цента. Великая держава на пороге голода». Давайте об этом и многом другом поговорим. Аят, пожалуйста, вам слово. Ну, приветствую еще раз всех. Конечно, очень много событий, о которых много чего рассказать есть. Но, наверное, начнем от событий, которые есть, скажем, в России, на постсоветском пространстве, но и прежде всего в Америке. Что происходит в зарубежье? Наверное, люди наши смотрят, но наша позиция, наша оценка тоже им нужна, не повредить, по крайней мере, как минимум. Значит, то, что происходит в России, это видно, что они в замешательстве, они видят, что ответ им дал Киев хороший, такой смачный, и они оттуда аж прям вылетели в Казахстан, там показывать стали, что это дружеская страна, там, значит, его встречали, то есть Путина встречали такими распростертыми объятиями. И здесь он демонстрирует, что он есть и все такое. Но в то же время вот тот ход, который был сделан Америкой и другими странами, то, что они позволяют своим оружием бить по территории России, вглубь России, от 1000 до 5000 километров они разрешают бить. Вот такие данные у меня есть. Может быть, я ошибаюсь, я сам даже удивлен, но надо перепроверить. Ну, такую информацию я имею. Значит, получается, они уже могут достать чуть ли не любой уголок России, вплоть до Дальнего Востока, Байкала и так далее. Я так думаю. Если они вот такие вот расстояния идут. И то, что усиленно, значит, Украина вооружается, делает свое вооружение. И здесь мы видим тоже, что они активизировались в ответ на те действия, которые совершает преступный Кремль. Они бьют по жилым домам в разных городах, можно их перечислять, но мы знаем, какие в основном там на юге, в север, на западе, везде, и даже в Львове они бьют, убивают людей. И никакого стыда, ни совести. Ведь как это? Это человечно-ненавистническая операция, которую они проводят. Поэтому мы, конечно, всецело на стороне украинского народа. И не только поэтому, но еще и потому, что мы сами тоже прошли вот этот ужас. Мы видели, что было и какой этот враг. Он не разбирается ни с чем. Он может делать вот то, что делают какие-то звери, понимаете, которые даже, ну, как сказать, если зверь может одуреть или там быть еще как-то. Вот такие вот вещи они делали и у нас, испытания делали. К этому они учили этих своих солдат, которых они загоняли к нам, ну, как и в Украину, со всей России. И теперь они получают, как говорится, ответную. Но большая здесь проблема, кажется всем в том, что вот, может быть, если бы остался Байден или Харрис, было бы как-то иначе или что-то такое. Но кажется, что многие так думают. Но изменения, которые сейчас происходят до конца смены власти, избранного президента 20-го, там будет инаугурация, скорее всего, и до этого еще есть время. Представьте, сегодня
еще ноябрь месяц, ноябрь, декабрь, то есть декабрь, январь. И хорошо можно потрудиться, чтобы показать этой империи, что так нельзя делать. Но что удивляет, то, что насколько сильно вот действует вот эта вот пропаганда российская, настолько она вошла, значит, в умы и, ну, в подсознание этих людей, это удивляет даже, когда ты слышишь того, того, того. Может быть, это они под воздействием каких-нибудь там, значит, заказные, кажется. На самом деле, видимо, чувствуют, с какими эмоциями они это говорят. Они хотят, как и прежде, еще когда Советский Союз был, захватить всю территорию Европы, а чуть и весь мир потом в будущем. Эти их планы, оказывается, до сих пор на подсознании существуют. Поэтому кажется, что информационно-пропагандистская работа со стороны, скажем, Запада, со стороны Украины, хотя она, видно, активизировалась, да, она все же недостаточна. В некоторой степени даже, значит, она, эта информационно-пропагандистская работа, раскрывающая истинное положение дел и в каком состоянии находятся российские народы, и в каком состоянии находится Украина, и какая перспектива их ожидает, об этом мало все же говорится. Вот встречает это пленных, с ними говорят, потом эти разные, эти, которые их на допросе спрашивают, и там начинают какие-то разговоры вести, совершенно непонятные, которые, мне кажется, показали, что он тут сказал. А то еще эти допросчики еще начинают в ходе этого там вести какие-то разговоры, которые могут в конечном итоге быть против самой Украины. То есть, если такие вот деятели допрашивают, и они говорят плохо о той или другой нации, или о той или другого, значит, на территории, то это как бы, значит, на пользу России. Россия это хватает и здесь раскручивает. Ну, я имею в виду вот по поводу вот чеченский вопрос. Там, которые вот вели эти переговоры, вернее, не переговоры, а допросы, они вели себя достаточно вальяжно, вели себя недостойно в некоторых моментах, хотя в целом допросы все были правильные, но где-то там они прокол делали. И этот прокол только и нужно врагу, нашему общему врагу. Поэтому информационная такая пропагандистская работа должна быть, по-моему, усилена. Ее надо усилить еще через эти республики, которые стали государствами бывшего Советского Союза, скажем так. Ну, через Казахстан, Таджикистан и другие там республики, через эти народы. Насколько это показать им. Они же понимают, я так думаю, понимают, что после Украины они придут к ним. После Чечни они пришли в Грузию, потом в Украину, потом в Молдову еще раньше, Белоруссия. Ну, короче говоря, их задача состоит в том, чтобы захватить все эти территории. Это была задача изначально у них. И это было не просто захватить эти территории, которые были в Советском Союзе, а задача была в том, чтобы захватить, то есть вернуть историческую Россию. Это это до самого, там, как говорится, реки Одер и дальше, чуть ли не в самой Центральной Европе, а у них планы были еще и дальше. Но это один вопрос. И поэтому и западная, и, скажем, украинская, и все мы, и чеченцы, и другие народы должны в этом направлении активизироваться, я так думаю. Но здесь идет активно вот эта работа в том плане, что вот мы развалим Россию, мы там это сделаем, мы новые построим это государство, все это идет. Это было бы все хорошо, вот мне кажется, если бы она бы развалилась, эта страна. Но вопрос, на что она развалится, на какие государства и вот к чему это приведет, это очень такой острый вопрос, который сегодня никак вот не могут прийти к единому мнению на Западе. Поэтому они придерживаются того, что Россия в той форме, которая она, ну, той территории, которая есть сегодня, или той, которая была до 1991 года, ее сохранить. То есть после развала Советского Союза, какой была
Российской Федерации России с 92 года. Вот о чем идет речь. По идее так должна идти речь. А что они там сейчас думают, между собой непонятно. Поэтому вот эти разговоры, вот давайте то сделаем, это вообще, это пропаганда на сторону Кремля, который сегодня активно ведет работу и говорит, вот смотрите, они хотят нас всех разделить, всех убить, хотят всех нас травить, они хотят, это наши враги, это, мол, ласовцы, что только не говорят. А там же народ находится под таким прессом, под такой пропагандой. Поэтому думаю, что этот вопрос должен быть несколько иначе звучать. Он должен звучать иначе. В целом Россия должна потерпеть в этом поражение. Она должна выйти за пределы тех территорий, которые она захватила незаконно. Те территории, которые она захватила незаконно, я имею в виду Чеченская республика, Грузия, Украина и другие. Ну, Молдова, Белоруссия, что там говорить, и там посмотреть еще где что. Она должна сложить, как говорится, свои позиции и отойти в сторону, и признать свою ошибочность, и выплатить контрибуцию, или как его надо, репарации на восстановление и людям, которые пострадали. Вот эта задача должна быть, на мой взгляд, первой. И второй, конечно, надо будет потом взять под контроль эту власть, которая вот так вот разнузданно сегодня себя ведет. Почему? Потому что эту власть используют диктаторские режимы. Это Китай, Северная Корея, Иран, естественно. Так, ну и частично и другие там государства, которые, ну, стараются тоже на этом как бы нагреться с одной стороны, с другой стороны думаю, что это к ним и придет. А это может вспыхнуть атомная война, чем грозит все время Путин. Ну, теоретически. На самом деле я не думаю, что некую войну атомную они начнут. И поэтому вот то, что происходит всегда, это вот то, что я сейчас сказал, все связано с тем, что же будет, когда в Вашингтон, значит, в свой кабинет овальный придет Трамп. Здесь есть разные такие вот точки зрения. Одни говорят, что будет плохо, что он хочет там, значит, заморозить конфликт, и потом на этой основе придавить там на Россию, придавить на Украину. Если не хотите, мы больше ничего не дадим. И вот это все гуляет вот, ну, во всех газетах, прессе, везде я читаю, и вы читаете, наверное. Но одна вот из этих таких вот идей, вот так, если назначенный представитель президента, будущий назначение здесь, называется, его зовут Тит Келлог, он, значит, будет и в Украине, и в России. У него идея такая, что, вот я сейчас сказал, что надо, значит, заморозить конфликт, и на этой основе как-то, значит, ждать, или такой. Вот в таком плане, вот такую выдвигает он идею, и вокруг этого, значит, говорится много что там. Одни говорят, что это хорошо, другие плохо, но и сами украинцы, и власть пока что здесь тоже четкой позиции не имеют, хотя говорят, что война надоела, люди не хотят воевать, берут какие-то опросы, значит, населения, там, сколько человек там против того, чтобы война не закончилась, кто за, кто против, такие разговоры ведут. Но вчера или позавчера вот вышла, в общем, свет и другая идея. Есть человек, который, значит, тоже очень важный человек в правительстве у Трампа. Он бывший военный, там, как говорят, трехзвездный или четырехзвездный полковник или генерал. И он там выдвинул свою идею, что необходимо обязательно сделать так, чтобы было хорошо всем. А если это будет хорошо всем, то имеется в виду, значит, решать вопросы, как говорится, глобального характера. То есть сюда захватить сразу не только вот этот узкий коридор, как говорится, который обсуждается, хотя, кажется, он весь, что необходимо подключить все эти страны, которые
коалиция, которая вокруг Соединенных Штатов, Рамштайн, собираются, они должны давить на Россию с идеей там, давить на нее, чтобы она отказалась от этих всех своих претензий, так, и дать ей четко и понять, что вопрос будет очень серьезный. И эти генералы, вот, допустим, один из них предлагает, что надо надо не ждать, когда Россия перейдет в атаку, вот он сейчас ударит, а ударить предварительно, значит, на опережение действуют. Они просто говорят, хватит его ожидать, хватит с ним играться. Вот такой разговор тоже идет. И поэтому здесь вот приходят власти люди, которые говорят, что все равно Путин пойдет на отступную, ему некуда деваться. И надо, говорит, его предупредить. Если он ударит, допустим, то надо понять, что мы его достанем на любой глубине. То есть, что ему придет сразу конец. И этот вопрос нужно говорить открыто, потому что у них есть такое оружие, которое может достать и его, и любого другого, кто сегодня себя ведет в этом отношении античеловеческие такие разговоры и пытается это ввести в жизнь. Но я что думаю, что эта позиция, наверное, правильная с точки зрения того, что, оказывается, расход еще есть, расчет еще такой, что надо не только эти вот методы применять, это на случай, если сейчас Путин на что-то там решится, они говорят. А в целом они говорят, давайте сделаем так, вот, я своими словами говорю, давайте сделаем так, чтобы, скажем, на территории Америки они сейчас начинают, значит, добычу своей нефти, нефтепровод, значит, пускают там на север в Канаду, значит, это все раскручивается, это даст им большой плюс и на нефтяной игле, и в то же время заблокируют все газы, все нефтепроводы, которые идут от России, это все заблокировать и делать еще новые, более жесткие санкции. Все там эти их трейлеры, как их называют, которые ведут нефть, так, чтобы вот эти все по тайным ходам, чтобы они больше не продавались, чтобы Россия была, значит, в этом смысле заблокирована, призвать Китай к тому, что это нельзя делать. И потом они говорят, если мы это не сделаем, мы должны понимать четко и ясно одну позицию, выкладывают. Если мы это не сделаем, то получится так, что Китай уже автоматически потом нападет, это мы проиграем, все, Китай нападет на Тайвань. И даже руководители Тайваня уже об этом заявляли, что если Украина потеряет поражение, то Китай ждет как бы сейчас вот-вот напасть на Тайвань. То есть тогда проиграет Америка и там. То есть говорит о том, что здесь вот мы давайте, вы, европейцы, здесь занимаетесь, а мы пойдем туда, не пойдет. Потому что это общее, единое как бы составляющее мироздание, мы пойдем туда, надо решать в целом весь вопрос. И тогда здесь еще вопрос стоит в том, что они откроют и другие некоторые вопросы, связанные, скажем, развитием науки, техники, значит, запасов разного рода полезных ископаемых с Африки, с Америки. Но России дать блок, и это будет как раз тот вариант, когда, значит, Китай и другие диктаторские режимы поймут, что если они будут себя вести, что так же будет, если как с Россией, так же и с ним будет. Вот такая политика сейчас рассматривается, и это с подачи человека, которого называют, я вам сейчас назову его имя, потому что их здесь у меня много разных имен, разных, так? И он этот вопрос, значит, поднимает, и это приветствуется как бы Стивен Бланк. Это, значит, очень известный в Америке, в мире. Он там и военный, практик, да? Он и философ, он и
значит, специалист по всем этим военным вопросам. И он вот такой с учетом, там пишет, что с учетом вот интереса и характера самого Трампа он подготовил вот этот план, который Трамп принял. Оказывается, там еще интересы, личные интересы здесь подогреваются. Если, мол, сам Трамп в этой войне сейчас, который ему вот передает из рук в руки сам президент нынешний Байден, то теперь, если он проиграет, отойдет, то ему, как бы, говорит, он будет виноват во всем. И он ему это сказал на встрече, которая была. И сказал, если ты вот будешь вот эти дела вот так вот, то передача власти, нормально вот это договорились они. И вопрос там о том, что Израиль договорился, скажем, с Ливаном и Хазбаллой, остановил войну, это тоже работа Байдена. И вот то, что сейчас вот они договорились по Украине, как бы договорились, это тоже работа, значит, та, которая была уже предпринята еще заранее, этот план, оказывается, был готов. Вот такая ситуация складывается в мире. Здесь можно еще много вот рассказывать, но я не буду время отнимать, чтобы были вопросы-ответы. Пожалуйста, давайте. У нас есть вопросы, скажем, нашего чеченского, значит, состояния, положения дел, о том, что происходит, почему так происходит. Здесь собираются разные наши люди, которые хотят развалить эту Россию. Удастся ли ее развалить? Нет, это другое дело. А мы говорим сейчас об общей ситуации и как решить этот вопрос. Если решится так вопрос полностью, как сейчас я говорил, и с этими планами, то здесь открывается широкая возможность для тех территорий и стран, которые оккупированы, что они тоже будут потом иметь возможность освободить свои территории от оккупации со стороны России и получить за это, как говорится, репарации и ну, то, что необходимо в целом, согласно международному праву. Здесь еще один момент подчеркивается. Так как депозитарием международного права, которое было принято после Второй мировой войны, является Соединенные Штаты Америки, и если это именно международное право современное, сейчас, значит, право против этого, есть это выступление, которое делает и Путин, Ельцин, и до него, вот они выступают именно против этого, надо это понимать, и это сдавать никто не имеет права, тоже было об этом заявлено. В общем, вот такая ситуация, мы можем сказать, в такой ход, который мы можем, значит, здесь приветствовать решение, которое принимает или запланировал принять, или сделал заявление, там, делал Трамп, президент Трамп, избранный президент Трамп. Так что надеюсь, что в этом плане развитие, если будет, то мы можем иметь надежду на то, что ситуация развернется таким образом, что Украина освободится, и все эти диктаторские режимы почувствуют себя, что им дальше хода нет. Эти собравшиеся вот эти вот страны, которые вокруг этой агрессии, вот там все европейские, американские и другие, они действительно активно могут влиять на эту ситуацию, потому что их экономический, военный и, скажем, финансовый, скажем, запас гораздо выше, чем у других вместе взятых. Вот о чем идет речь. Я закончу на этом. Аслан. Сегодня Зеленский заявил английскому изданию, что в принципе возможно, оговорился, так сделал небольшую оговорку, что в принципе возможно договориться с Россией вот на территориях, которые сейчас на линии огня, что с условием, что территория, которая находится под контролем Украины, будет взята в НАТО, и обязательства по НАТО будут распространяться вот на эту территорию. Не та, которая пока оккупирована, а на ту, которая находится под контролем Украины. И вот в связи с этим, Аят, вот если такой сценарий будет, что может произойти, если НАТО возьмет полностью? Но это зависит от них сейчас. Вопрос стоит в том,
что самый главный вопрос здесь в том, что Украина ни в коем случае не должна отказываться от юридической Они не откажут. составляющей своей территории. Вот Мгм. это главное. А то, что как это будет сейчас, они решаться, на каких условиях, и это, чтобы не выглядело выигрышем России. Вот как речь идет. Вот Мгм. о чем. Вот так вот. Там, Да, может быть, какие-то территории, может быть, сегодня это, завтра то. Помните этот, какая-то там на Дальнем Востоке у Китая был вот этот, значит, кусок территории, который 100 лет договорилась Англия, и теперь освободила, и она стала в составе Китая. Как она называлась, если я забыл, как она называется. Но, короче говоря, эти вещи есть. Но в данном случае, что эта территория является частью Украины, и что она должна быть в какой-то там период, допустим, сейчас договориться можно, вот не сейчас, а там через год, 5, там 10 лет, может быть. Я просто говорю там. И это мгм. будет зависеть от других вот вариантов, которые сейчас в целом будут рассматриваться. И там еще такой вопрос есть, что все эти вопросы не могут быть рассмотрены вне участия в этом Украины. Вот что главное. За его спиной, чтобы ничего не могло быть. Вот эти Совершенно вещи там. верно. А вот мы как-то обсуждали с вами по поводу похода Басаева на Москву, но ему Да-да, перекрыли дорогу, и да-да. у него не хватило денег подкупить, и пришлось принять бой там, где вот его, Буденовские, да. да, где закончились деньги. Там пришлось принять бой. И слишком много, когда там, аппетиты, когда большие у коррупционеров на дорогах. И Да-да. если бы был такой сценарий, например, сейчас очень муссирует российская пропаганда ситуацию о том, что Украину уже поделят на зону ответственности НАТО, северную часть занимает Великобритания, Германия занимает более восточную часть, Польша, еще как и Румыния, по-моему, там тоже указывается. И как бы, ну, русские это показывают. Не знаю, насколько она достоверна, эта карта, но об этом уже давно говорят. Нет, сейчас русские об этом начали говорить, но ранее еще Да-да. была такая информация. И как это будет, например, выглядеть, если, например, было бы так, как вы мне сказали, что Дудаев дал приказ Басаеву взять Кремль, и они шли на Москву, на Кремль. Мы знаем, что их было около 70, по-моему, 80 человек всего, которые туда ехали, а украинцев, как мы знаем, и вооружены они по-разному были, соответственно, мы тоже понимаем это. Плюс прикрытие с воздуха, плюс атакамсы, есть томагавки, которые летят несколько тысяч километров, и еще пока о них не говорят, а их больше всего, этих томагавков у американцев. Они вообще готовились к Третьей мировой войне, именно используя вот эти ракеты. Там тысячи, десятки тысяч этих томагавков. Как вы смотрите на то, если бы, например, натовские войска вошли на территорию Украины, а украинцы пошли бы на Москву? И кто бы им препятствовал бы? Возможно ли это? Но я думаю, что в этом случае нет необходимости идти на Москву. Вопрос в том, чтобы изменилась власть, система власти в России. Имперскость была, чтобы, значит, Система. Не режим, а да, система. система власти, чтобы убрали, так? А уж там уже потом они уже будут решать, как делать и что делать. Но я считаю, что первый этап, это значит, они должны освободить те территории, которые они незаконно захватили, и вот те страны, территории. А уж потом остальные все вот эти вот территории, которые вошли в состав Российской Федерации России в 1992 году, 31 марта, они уже будут там уже думать, или, может быть, какие-то другие будут перестановки, кто выйдет, кто не выйдет, и какая система власти будет. Это будет решаться, и это будет, наверное, правильно. И, наверное, в этом плане то, что ты говоришь сейчас, да, это может быть не столько для Украины, если меня спросить, сколько это должно быть для России. Потому что взять под контроль атомное оружие России. Вот в чем вопрос-то стоит, так вот. Вот вначале вот эти вопросы, они вот такие вопросы не выдают до конца, но в целом главный вопрос в этом.
потому что они боятся, что как бы что ни случилось, как бы не ошибиться в этом вопросе. И в то же время они будут какие-то дивиденды давать, скажем, Кремлю, Москве, чтобы они где-то вот могли от этого отказаться. Я так понял по их вот этому плану, который вот они сейчас вот выставляют. Но будем смотреть и еще изучать, посмотрим, что, во что это выльется. Это, как говорится, план, это как раз заявление, которое делается, оно будет потом, конечно, дорабатываться по ситуации, как правило. Вот. Я думаю, что это было бы вот так вот, вернее, вот так вот было бы. Мгм. Есть все основания полагать, что американцы возобновили или уже активно внедрили программу «Звездные войны», ту самую программу СОИ, которая так сильно тогда напугала Советский Союз, и их советские генералы фактически сходили. Гонка вооружений они проиграли тогда, да? Тогда они проиграли, да. И русские рассказывали, что это немножко выдумка, что там на Луну не высаживались, в космос американцы не летали, там, ну и так далее, пытаясь успокаивать свое население, самих себя. Да-да. Рассказывал эти сказки. Сейчас, с учетом того, что Илон Маск, как мы видим, по-моему, раз в неделю по предложению Рогозина с батута запускает в космос ракеты, которые сами взлетают, сами возвращаются. Ну, просто сказка. И создают Starlink такой интернет, который окутывает сеткой весь земной шар, и есть все основания подозревать, что на этом Старлинке и на этих ракетах, которые сейчас делает Маск и его компания, могут разместить те же самые ядерные ракеты, которые в течение буквально секунд, может быть, максимум минуты разнесут Россию со всем ее схронами и всем остальным. Как вы думаете, это возможно? И, Нет, конечно, возможно, это, наверное, возможно, но наша-то задача не в том, чтобы людей поубивать. Наша задача, чтобы изменить систему власти в этой стране, чтобы она не угрожала соседним государствам, а то, что есть в наличии, есть вот такие вот, скажем, технологии, космические технологии, которые, может, давно направлены на все эти точки исхода атомных этих боеголовок, которые есть у России. В этом может быть, это может и быть. Мы не можем говорить, что это точно так. Но они к этому стремятся, они это должны знать, если у них разведка в этом направлении работает. Ну, по крайней мере, я так думаю, так? Потому что если я думаю, значит, думают и многие другие люди. Вот так я понимаю это все. Задача состоит же не быть похожим на Россию, а в том, чтобы быть противоположностью этой России, и чтобы создать условия мирного существования народов и государств, и соблюсти современное международное право, которое было после Второй мировой войны принято, чтобы оно было жестко и в отношении любого деятеля там в мире, который это посмеет сделать, чтобы он понял, что вот так отнесутся и к нему. Поэтому вот этот вопрос, то, что ты говоришь, может так и сяк, это уже может быть как раз таки уже на крайний случай, вот так. Я так думаю. Мгм. Спасибо. Всех, друзья, я вас приветствую. Напоминаю вам, наш стрим идет в ТикТок и на канале в YouTube Реалити, в ТикТок Аслан Арцуев. Сегодня у нас на платформе открытого диалога 88-й стрим. Пожалуйста, с нами сооснователь Чеченской Республики Ичкерия, ближайший соратник Джохара Дудаева, бывший экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия, Аят Идигов, ныне сопредседатель единственной легитимной чеченской власти, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Друзья, вы можете задавать вопросы, я буду их зачитывать, и вы сможете пообщаться, комментировать, задавать вопросы. Пожалуйста, предлагаю вам это все сделать. А также Эд Мамедов пишет, друзья, сейчас
вопросов появилось много, несколько, и я сейчас их постараюсь зачитать. Вопрос к Аяду. Как вы думаете, возможен ли сценарий с фашистской Российской Федерацией так же, как в Грузии? При том, что сейчас Украина начнет бомбить дальними ракетами, надеюсь, и Кремль тоже, так как я думаю, что даже еще это всего лишь просто предупреждение фашистской Российской Федерации, даже журнал не начался, а кино будет очень интересным. Арест всей кремлевской банды не за горами и суда над фашистской Российской Федерацией. Что вы скажете, Аят, по этому поводу? Ну, что происходит в Грузии, мы знаем, сейчас там массово идут митинги, протест стал такой, расширяется массово, они там начали бить ему этим водометами, еще такое, но несмотря на это, только это усилило количество, и, видимо, там какие-то события будут происходить. Но понятно, что власть, которая пришла сегодня в Грузии, она прорусская, она прокремлевская. И поэтому мы видим, что Украина-то не прокремлевская власть, хотя, может быть, в ее недрах и в окраинах сидят, агентура сидит и пытается влиять на это. В целом, этот период, этот процесс уже на своих значит, площадях Украина уже прошла, когда она, значит, на площади на Банковской вела вот этот протест, когда вот эти все события шли, она этот процесс прошла, и, конечно, мы верим в то, что власть Украины и сама Украина будет свободной, а это даст стимул и для укрепления власти, независимой власти и в Кавказских республиках, Украина, то есть Грузия, Азербайджан и Армения, так я думаю. Ведь это все, что происходит в этих республиках и даже в Казахстане, среднеазиатских республиках, тоже это ж под влиянием как раз-таки этого Кремля все происходит. Они же не знают, как все развернется, и их руководство как-то, значит, манипулируют, хотят сохранить себя и сохранить как бы государство. Вот что это происходит. Могу сказать, что Россия является, ну, это, знаете, это Россия, а вот сама власть, она пришла туда и захватила вот эту Россию, сверху села на эти народы и управляет ими. А сама Россия не понимает, я имею в виду народ, что с ним происходит, думают, что это их властители, которые они их избрали. Нет, она просто пришла, захватила все силы их обманом и держит их под собой. Поэтому я думаю, что России в этом смысле, в такой форме существовать дальше будет очень-очень тяжело. Ну, посмотрим, какие там процессы будут происходить после того, как придет Трамп в свой кабинет в Вашингтоне. Вот так я думаю. Баркалая, спасибо. И здесь еще один вопрос от или Ё. Аят, расскажите о генерале Ичкерии Исемунаеве. Какую миссию президиум тогда в Украине Исамунаев нес? Какую миссию президиума нес? Можете рассказать? Ну, что сказать, генерал Исамунаев это был человек очень подготовленный в военном отношении, и он уже был комендантом республики у нас в Чечне, так? И, естественно, он когда прибыл сюда на лечение, они там создали такую общественную организацию, как она называлась, там, Кавказ, свободная, вот ты, наверное, помнишь, Аслан, как она называлась? Сейчас И точно. на основании этой скажем, организации, они решили, а он был как раз президентом этой организации, он решил, значит, когда начались в 2014 году вот эти все события, перебраться в Украину и организовать там сопротивление со стороны в помощь Украине. Он говорил, мы, когда воевали, украинцы пришли к нам воевать, и теперь мы пришли отдать свой долг. Так это было.
Он был слишком такой вот активный человек, горячий, так скажем, грамотный, толковый. Но в то же время там он организовал, значит, батальон имени Жахар Дудаева и его расширял. Да. И в ходе вот этих вот разных действий в Украине, на Востоке, он погиб. То есть он погиб в бою. И это один из таких важных, так сказать, в политическом плане был человек, который был направлен туда и сам пошел. С нами он имел, в президиуме он имел конкретные связи, он поддерживал нашу, значит, нашу деятельность, он, значит, поддержал воззвание Чеченской республики о создании президиума, в котором мы делали. В то же время мы готовы были с ними сотрудничать, с этой организацией, которая сейчас есть. Кажется, она базируется в Норвегии или в Дании. И было так, что у них какие-то были между собой значит, неразобранные вещи, ну, какие-то дела не могли там урегулировать. Но батальон был создан, и батальон развивался. Потом туда, значит, другие пришли люди, они организовали батальон имени шейха Мансура, а сам Мунэ Иса погиб. Его там всякими наградами, этими делами награждали. Но, правда, не государственными, а какими-то общественными наградами его награждали. Он погиб и похоронен в Украине. Его гибель до сих пор полностью непонятна. То ли это было, как это случилось. Поэтому расследование этого вопроса нужно еще, наверное, в перспективе вести. Он приезжал к нам на встречу в президиум в Париже, мы с ними обсуждали все эти вопросы, говорили свое мнение ему, он был согласен с нами, и потом мы даже написали ему специальное свое мнение, как должно быть поведение этого батальона, что они должны делать. То есть мы давали ему такие вот свои, значит, в политическом плане советы. По его рекомендациям мы Амину Акуеву назначили послом Чеченской республики Ичкерия в Украине, в Раду. Правда, она не оправдала это наше и его, значит, стремление. И мы ее потом как бы вывели из состава этого, значит, из этой должности. Вот такая ситуация об Исе Мунаеве, я хочу сказать. Ну, о нем идут разные такие вот и хорошие, и плохие, как по любому человеку. Но это был настоящий герой чеченского народа. Он готов был делать все для того, чтобы Украина победила, понимая, что Украина, победа ее, это и есть победа и чеченского народа, и государства. Вот что я могу сказать об Исе Мунаеве. Баркал Аят, скажите, Аят, почему, на ваш взгляд, или, может, у вас есть информация, разделились батальон шейха Мансура, появился, и отделились от батальона Джахара Дудаева? Ну, там могли быть это и личные такие причины, потому что или как бы для расширения. И, по-моему, этот батальон, что создали отношения этого, скажем, шейха Мансура, это хорошо. Мы, собственно говоря, я это приветствовал, считал, что это правильно. Ну, а между даже двумя людьми бывают тоже какие-то непонятные вопросы в ходе жизни. Это только мертвые не спорят, а живые люди в этом причем. А в целом это было хорошо. Но и так как Мунэ Иса погиб, видимо, там в этим вопросам стало как-то тяжело. И почему-то вот сейчас этот батальон именно Жахар Дудаева, его вообще не видно. Он как бы, значит, совсем растаял, что ли. Говорят, что он есть, никаких действий с его стороны нет. Там были люди, которые хотели войти в этот батальон, но почему-то их там не приняли, их там, то есть там тоже не договорились.
Но эти вопросы бывают. Видимо, это связано с первенством, понимаете? И на фронте, и в жизни это бывает. Но возродить деятельность батальона имени Жагара Дудаева необходимо. И мы, президиум, мы поддерживали этот батальон, поддерживал я, писал от президиума, Алла Дудая писала, мы все это поддерживали, как поддерживаем сегодня и другие батальоны, которые стоят на принципах нашей государственности и, значит, деоккупации ее, легитимной власти. Вот в этом-то вся причина бывает обычно. На прошлом нашем стриме, в прошлом Да-да. парень, который здесь выступал, задавал вам вопросы, здесь комментировал, он на последнем моем стриме тоже зашел, и мы разговорились, и он говорил о том, что при всем том, что есть разногласия на политическом уровне наверху, как он говорит, на военном плане, в военном контексте у них нет никаких разногласий, потому что они в любой момент могут погибнуть, они очень уважительны друг к другу, все друг друга там уважают, хоть и в разных подразделениях, ну, как положено, они себя там ведут и так далее. И он говорит, при всем том, что так пробовали, Закаев пытался завлечь людей, люди не пошли за Закаевым, и что было бы правильно, если бы президиум, вы лично, ты лично, создали бы там, или реанимировали бы батальон Жагара Дудаева, или что-то создали. Как обстоят дела в этом направлении? Вы планируете что-то объединять, или вот после вот этого урагана, который сейчас, или такого легкого бриза, который прошелся сейчас и ввел сумятицу в рядах, что там в Украине, что можно сделать вам, президиуму, как представителю чеченской власти, органу чеченской власти, для того, чтобы собрать всех этих ребят? Есть ли у вас это в планах? Нужно ли это вам? Начнем с того, самое главное. Начнем с того, что эти люди, которые находятся в Украине, чеченцы, добровольцы, это добровольцы. Это люди, не которые направлены нашей власти, нашим государством для войны. Они добровольцы. И если бы вот было бы у нас, вот признание было, мы общались с властью, значит, Украины, Рада признала наше государство как оккупированную страну и геноцид осудила, и призвала другие страны, значит, помочь в признании нашего государства. Вот такие вещи есть. Но мы пытались туда приехать, чтобы заняться, приехать туда, в Украину тогда, но у нас по разным причинам не получилось. В основном потому, что нам говорили, подождите и подождите еще. Понимаете, в основном поэтому. И мы хотели там прийти, заключение сделать по поводу того, что вот было признание общее, по, то, что я говорил, значит, что территория Чеченской Республики оккупирована незаконно, и что совершен геноцид чеченского народа. Это великое дело, которое сегодня сделала украинская власть и украинский народ для чеченского народа. Это обеим сторонам очень важно, и мы все должны это понимать, так? Но нам не удалось в силу там вот этих военных, других ситуаций. По-моему, нам помешали там люди, которые не хотели, чтобы мы пришли туда, которые заявляли, что это они сделали признание, другие там общественные, это мы сделали, это то сделали. На самом деле мы рады любой, скажем, стороне, которая вложила, значит, свой вклад в признание нашего государства. Но главным образом вклад в это вложил чеченский народ, который создал свое государство в 1991 году, а потом в 5 агрессиях, которые совершил Кремль против нас, из 5 агрессий в 4 одержал победу. Уже в 5-й агрессии мы уже потеряли все человеческие ресурсы, материальные ресурсы и вынуждены были уйти в подполье и в заграницу. И легитимная власть сегодня есть, представитель власти есть, кто бы что ни говорил здесь на Западе, который выставляет себя
какой-то властью там, то ли это Закаевская группа или другая группа, они не имеют никаких оснований об этом говорить. Мы им предлагали, кстати, мы с самого начала их приглашали сюда, когда еще в те времена пытались для объединения их приглашали. А они пришли и как бы работали для объединения с Кремлем, некоторые из них. И это очень во вред нам действует. И вот такие расколы, там вот этих батальонов, которые там есть, они есть, к сожалению, но мне кажется, на военном уровне они могли бы как бы и сотрудничать, но с другой стороны в политике участвовать им не надо. Если они пришли туда и хотят, значит, помочь Украине, они этого и хотят. Не надо играть в политику, они должны знать, что есть единственная легитимная власть, это власть, которая избрана нашим народом и ее, значит, продолжатели. В усеченной форме, но это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, который имеет все полномочия от нашего государства, и это люди, которые избраны нашим народом, я это хоть и повторяю, это и депутат парламента, члены судебной власти, орган местного самоуправления. Поэтому вот здесь вот такая ситуация. И я хочу сказать, что без взаимного признания еще нас государство окончательно, как бы, значит, процесс не прошел, мы не можем сейчас там что-то назначать или отправлять, не можем, мы не имеем права. А когда наше государство будет признано, и мы будем иметь полномочия, отношения прямые, тогда мы можем формировать какие-нибудь наши отряды, которые могут объединяться, скажем, и вместе там бороться против, скажем, Российской империи. Ну вот возьмите, есть Азербайджан, Грузия, Армения, ну даже Молдова или, скажем, тот же Казахстан. Ни одна из этих стран, ни одно государство до сих пор уже признано международным сообществом, членом ООН. Они же не посылают туда никакие батальоны, ничего не посылают, будучи даже уже признаны. А наши люди как добровольцы там находятся, это надо понимать. А то, что эти добровольцы, которые там находятся, они должны понимать, что у нас есть легитимная власть, это им на пользу всем, и это объединит нас. На этой основе надо объединяться. Здесь другого хода не может быть. Это с точки зрения права и с точки зрения вот, политики международной. Вот так вот, Аслан. Спасибо, Аят. А вот вы, к чему я тоже присоединяюсь. Я знаю, что вы вели переписку, президиум вел переписку с украинскими юристами перед тем, как Верховная Рада приняла этот закон и так далее. Но после того, как Рада признала, должны были последовать следующие шаги. Ведь у любой власти, у любого государства есть власть, представители этой власти. Но вместо того, чтобы общаясь с вами, договариваясь с вами, докапываясь до истины, как правильно оформить документы, как правильно принять закон, все равно пришли не к вам, или СБУ, или ГУР пригласили Закаева и не заявили, самое главное, не заявили, кто был инициатором признания с чеченской стороны. И из-за этого возникли разные спекуляции, о которых вы говорили, которые некоторые там деятели пытались одеяло тянуть на себя. Что в этом случае делать, Аят, когда делается один шаг, а потом другой шаг делается в другую сторону? Здесь такого случая как бы нету, потому что говоришь, что пришли к Закаеву или Закаев приняли, этого нету. Нигде нет такого, может быть. Если они его пригласили, то они должны, как мы понимаем все, потребовать от него его полномочия. Этих полномочий у него нету. Поэтому они не могли прийти и пригласить его. Это он сам пришел туда, и они там обещали какие-то там то сделаем, это сделаем. Ну, как мы знаем, как обычно делается агентурой влияния Кремля, и они раскручивают там, что мы соберем тех людей, до 1000, что ли, человек соберем. И это же добровольцы, а то, что он называет, что там чеченская армия, там это мы создаем, это все разговоры, это его фантазии. На самом деле это не делается.
И я нигде не видел, чтобы украинская власть или Рада, или президент, или, скажем, Министерство иностранных дел, чтобы их приняли, и чтобы они официально там с ними разговоры вели. Мы эти не видели. Поэтому здесь, наверное, все то, что вот сейчас вот так стоит, связано с тем, что положение тяжелое, мы рассматриваем это как тяжелое положение, но война идет, значит, агрессия, и здесь этим заниматься ими пока некогда. Вот так мы это рассматриваем. Но когда у них будет возможность, мы, конечно, тогда всегда будем готовы к этому встрече и говорить с ними можем говорить и, скажем, за пределами, скажем, Украины, если это будет возможно. Но такие вопросы мы должны вот так вот правильно рассматривать. Мгм. Спасибо, Аят, благодарю. Аят, вот наша тема сегодняшняя по рубль меньше цента, на тему «Великая держава на пороге голода». Вот мы и говорим об очень важных вещах, но хотелось бы и про эту тему затронуть. И потом, друзья, я перейду к вашим вопросам, которые вы тоже тут пишете. Продолжайте писать, друзья, я обязательно все зачитаю. Рубль меньше цента, Аят. Что такое? Почему это происходит? Это коллапс или еще пока рано об этом говорить? Ну вот я слышал вчера, что, значит, доллар стал стоить 117 рублей. Да. Доллар. Еще чуть 120. раньше, да, 120, еще больше. Но это говорит о том, что сам обесценивается все, обесценивается. Они сейчас что делают? Они берут по всей России, увеличивают, значит, налоги, так? Берут налоги со всех производства, частных производств, от хозяйства, от там, ну, все виды налогов, они полностью сейчас перекладывают на население, и население уже настолько возмущено, они уже визжат, пищат, кричат на это мы, а что мы будем делать? Это все связано с тем, что сама вот эта вся система, она переходит полностью на военное, значит, на военный режим и не объявляет об этом. Если бы они объявили военное положение в России, то это было бы понятно. А не объявляя, они, значит, делают эти вещи. И, конечно, население видит, что все стало очень дорого, и за все надо платить, и ничто там, как бы, значит, сейчас не дает надежду им, что это будет развиваться. Хотя доселе вот эти все вот запасы нефти, которые у них все это было, оно начинало все крутиться, и они продавали эту нефть, особенно в Китай и в эту Индию и другие страны тайным, как говорится, бандитскими методами, тайно. Мгм. И за это брали большие деньги, а оказывается, они были достаточно для того, чтобы вот так вот содержать, скажем, и страну, и армию. То есть на будущий год они, я как-то говорил, запланировали в бюджете 130 миллиардов долларов на войну против Украины. 130 миллиардов. В то время как Украина там и 50 не находит. То есть они почти 3 раза больше у них возможности вот это все развернуть. И они, видите, и корейцев туда загоняют, Да, чтобы да. они воевали. И другое. И все это выплачивается. И каждый, кто туда идет, они платят миллионы. 3 миллиона, наверное, сейчас еще и больше. А бедный человек не может заплатить за какую-нибудь квартиру, в которую протекает у него. Он не может купить там хлеб или другое, цены на все товары растут. То есть это ситуация такая экономическая. Это то, что сейчас вот воздействие этих санкций как раз-таки повлекли вот это ситуации. И чем дальше это будет, то будет еще хуже для этой России. Мы, конечно, не против, чтобы им было плохо, но дело в том, что они все отнимают у этого народа, и все эти ресурсы пытаются бросить на войну против Украины. То есть пытаются решить свои имперские проблемы за счет этих людей.
И поэтому я и говорил, что нужно информационную пропаганду в этом отношении усилить всем и говорить об этом. Они ловят людей прямо на улицах и засылают их в Украину, чтобы они их, значит, украинцы убивали. Потом сами гибнут там. Мгм. И я уверен, я знаю, что вот, допустим, я сегодня разговаривал с украинцами некоторыми, они спрашивают, вот что такое, почему вот чеченцы оттуда идут воевать, и как это получается, это же мы так считали, что чеченцы такие наши, а они там еще в 30-м году всех наших украинцев прошел, всех там приютили, и в Казахстане мы были вместе, когда в ссылке были, то есть рассказывал мне. А я говорю, ну, конечно, это, конечно, так, и до сих пор это так, и мы считаем, что это так и было, и будет. Но дело в том, что этих людей уже заходят прям по квартирам, по домам, по списку их вытаскивают и отправляют. Если кто, родители там против чего скажут, могут их сильно наказать в материальном другом Да. отношении. Это все надо понимать, что это насильственно. И многие оттуда люди, которые едут туда, они хотят туда ехать, но их заставляют или их могут там даже в ходе этого вот движения могут с ними расправиться. Вот что. Это насильственное вот такое действие. Но в любом случае мы предупреждали и говорили, что стараться надо не ехать туда, что украинцы наши братья, и мы не можем вот себя вот так выставлять. Ну вот такая ситуация, и естественно в этой ситуации все брошено у них на фронт, все брошено, все деньги, все брошено туда, и в то же время санкции все меньше и меньше делают, дают им возможность это делать. Вот такая ситуация, вот так вот, сам. А, и М. вот по поводу мобилизации, это такая больная тема у нас сейчас в нашей временно оккупированной фашистской России, Чеченской Республике Ичкерия. И что мы могли бы сделать для этого? Это как-то... Мы ж вот то, что мы сейчас говорим, больше против больше мы ничего не сможем сделать. Мы не можем называть ни фамилии, ни имена, ни это, чтобы это не усугубить положение. Да, Во-вторых, они сами там и без нас не хотят этого. Что никто не хочет. Это не только у нас, это в Ингушетии, в Дагестане, по да-да. всему Северному Кавказу. И там, я помню, там армяне были против. Почему мы должны воевать? За кого? А я там дальше, конечно, вот возьмите дальше туда, значит, эти республики, скажем, Бурятия, Якутия, там, Тува или другие, они тоже не хотят ехать воевать. Не думайте, не чукчи, не другие. А их берут, хватают и заставляют, иди воюй. Не будешь воевать сзади, пристрелям или еще что-нибудь. Вот такая же ситуация. Поэтому надо вот этот главный вопрос стараться помимо этого решать главный вопрос. Если этот главный вопрос не будет, то, допустим, то, что мы говорили в самом начале, решаться, этот вопрос будет все тяжелее и тяжелее решаться, и это может прийти к какому-то коллапсу, действительно. Может быть, тогда уже будут какие-то другие шаги предприняты, но мы видим то, что вот то, что мы сейчас знаем, посмотрим. Мы как можем воздействовать? Мы же не можем воздействовать никуда, не можем воздействовать, кроме того, что сказать, не делайте этого, старайтесь не делать. Мы же знаем, когда Советский Союз пытался напасть на Германию еще раньше, чем напала Германия на Советский Союз, Союз. то тогда-то всех наших людей тоже хватали и, значит, сажали в разные эти подводы, везли к этому железнодорожному вокзалу, и там сажали их, и их везли на фронт, и они там погибали. Сколько наших людей погибло. Я знаю, у меня очень много родственников, тогда братья моего отца и другие погибли там. А потом после оттуда, из фронта, их прям как этих преступников отправили в ссылку. То есть Да. мы это все знаем. Но ситуация сейчас нет ни силы, ни возможности сейчас этот вопрос поднять. Если изнутри этот вопрос поднимется по всей России, тогда этот вопрос, конечно, может быть, как-то разовьется. Но если, чтобы поднялся этот вопрос, скажем, на Кавказе,
то мне не видится там какого-то решения. Там тишка и да благодать как бы в отношении того, что там жесткая вот такая рука Москвы везде. Жесткая рука. Не пошевельнуться, не пойти, не прийти. Ну, мы же видим это. Это не только там, на Кавказе, это везде. Вот и Да. поэтому сейчас мы говорим об этих вещах. Но в то же время мы предупреждаем, мы говорим, вот сейчас говорим и так говорим. Мы же помним, когда на нас вот они шли войной, вот в 91-м, 2-м, 3-м году, тогда вот эти украинских, вот я пример приведу, украинские вот эти вот военкоматы собирали людей, собирали и отправляли воевать российской армией против нас. Тоже заставляли. Это то Да. же самое, понимаете? Это было. И об этом сами украинцы знают, говорят тоже, это было. Поэтому это то, что действие, это является чисто властная, то есть власть, которая есть, она это делает. Тогда, когда против нас воевала Россия, тогда Украина, тогдашняя власть была дружна с Кремлем, и нас называли террористами, бандитами, они собирали, и в то же время нам приехали батальоны, украинцы, Сашка, Билы и другие, и воевали против, скажем, этой России. Понимаете, украинцы тоже там столкнулись. И здесь у нас такая ситуация. Вот что это происходит на самом деле. Беркал, Беркал, Дейресуль. Аят, переходя к другой теме, вопрос от Алаша. Ну, я его объединю сразу из Турция берет Сирию под себя, вытесняя Россию и Иран. Как думаете? Аят, снова каким-то чудесным образом, и после того, как нам известно, что Алеппо наш, снова русские начали усиленно, активно бомбить протурецкие вот эти формирования, там, кто там сейчас Алеппо штурмует. И вот здесь вопрос, аят, снова каким чудесным образом оппозиция Асада в Сирии наступает. Неужели снова Россия готовит общего врага с Западом и еще, чтобы отвлечь внимание от Украины? Аят, что вы думаете по поводу... Нет, это у меня никакого сомнения нету. Они в Израиле вот этот очаг вот с Хамасом раскрутили, а теперь, если там не получилось, здесь хотят сделать. Сейчас там здесь они прекратили вот противостояние, Израиль и Ливан, так это, Хамас, Хазбалла. А сейчас они переходят туда. То есть это очаги, где можно, там они хотят поднять. Здесь у меня нет никакого сомнения, я так думаю. Что еще здесь думать? Ясно, что Иран поддержит. может ли Запад пойти? А может понял? ли Иран пойти на сговор Запад может пойти на сговор с Россией, чтобы бороться с исламским терроризмом? И как бы они же до сих пор здесь, в Европе, во Франции, в Германии, ГРУшники спокойно гуляют, своими делами занимаются. Ну, они могут здесь разные провокации проводить, как они проводили, и все время, значит, накидывали вот эти ярлыки на каких-то непонятных чеченцев, молодых, 18, 19, 17-летних, вешая на них, убивая их, расстреливая, потом до конца не разобравшись, не выставляя, что они делали. Есть, конечно, и преступные элементы, в этом нету. Но то, что это так вот стало 1, 2, 3 раза, и все это на чеченский народ, на чеченцев вешали, это мы не сомневались здесь. Мы знали, что это работа, скажем, спецслужб российских, чтобы как-то вот настроить, скажем, эти власти против самих чеченцев. Так? И здесь были такие деятели, и они, наверное, до сих пор есть, хотя, может быть, они сейчас ушли, как бы, значит, в тень, но они были такие, помню, как они себе организовывали разные мероприятия, не понимая, некоторые не понимая, другие понимая. Когда надо было на Западе, если оказались, то надо было соблюдать законодательство этих стран и здесь спокойно, мирно жить, стараться. Так? А здесь, идя на поводу разных преступных элементов, бывало, разыгрывали вот эти вещи. Сейчас нет уверенности в том, что Россия это не сделает снова. Снова она может здесь на Западе развернуть такую вот какую-нибудь такую террористическую акцию.
Она это делает везде и всюду, и они в этом деле мастера. Так что там будет, мы сейчас не можем, что они сделают, сказать с вами. Но ясно, что э, это входит в их, как говорится, интересы, этот момент. Мгм. Вот так. Спасибо, благодарю, Аят. И вопрос следующий. Аят, что вы скажете по поводу поражения Франции в Африке и роль в Африке и роль в Африке против Франции? Ну, что здесь сказать? Поражение значит поражение, если поражение. Потому что там народы тоже хотят освобождения, хотят там управлять своим государством. Значит, там были какие-то у них сложности, которые не решаются, скажем, мирными или договорными путями. А что сказать здесь такого еще? Да, это во Франции, там были колонии у Франции. Эти в колонии, значит, вышли как бы на свободу, но у них после этого имперского расчленения, они там государство объявились. И здесь вот у них идет, вот сейчас, я думаю, что здесь идет война экономическая. Там есть богатые залежи золота, нефти, газа, и там есть соперники. Есть соперники в лице, допустим, Китая, России, которые туда лезут и пытаются везде, значит, себе эти, как говорится, а, места забрать для того, чтобы там иметь. Вот я думаю, что там идет противоречие, снова вот то противоречие, которое есть сейчас в Украине и которое есть между Западом и Востоком. Это вспышки этого противоречия и в Африке. Я так думаю. Мгм. Так, спасибо. Спасибо. Друзья, всех, кто вошел, вновь приветствую всех. Всем салам алейкум, шалом, шалом Израиль. Всех приветствую, друзья. Пишите ваши комментарии. И если вы не находитесь во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы Аяду и Дигову. Так, я сейчас перемотаю, тут много этих троллей разных пишут, и поэтому я... Давай, давай. Машволь, Мухаммад Машволь, Шеверга, Чумелюны. Так, сейчас. Друзья, если я ваш комментарий сейчас или вопрос не увижу, вы мне его просто продублируйте, чтобы я его снова увидел. Просто мы немножко отстали от вашего чата. Вы тут ушли далеко вперед. Я был в Украине, когда Иса Мунаев прибыл в Украину. Все, кого я знаю, очень сожалели, когда он погиб. Я слышал, что Иса не разделял взгляды салафистско настроенных представителей. Из-за этих взглядов у них были недоразумения. Ну, такую версию я тоже слышал, если честно. Так, Аят, как вы думаете, почему русские не понимают развал фашистской Российской Федерации? Это в первую очередь выгодно им самим. Они вырвутся из рабства и начнут жить свободно, как все цивилизованные страны. Эдмамедов. Но дело в том, что, как вы говорите, русские, этот народ сформировали они сами, мы знаем, да? И русские привыкли жить, скажем, под царем, под управлением, так? И русские, о которых мы говорим, по большей части, масса, да? Нет организованной такой массы, которая бы выступила, ну, какой-то движущей силой в этих условиях. Она была раньше, еще до 2014 года, скажем, да, и даже после этого были какие-то митинги, движения там в самой России. Но это, как я понимаю, это тогда было движение, которое не столько за преобразование России боролось, да, не за ее изменение системы власти, а за власть. Вот был такой Навальный, которого они убили в конечном итоге. Были и другие там лидеры, и коммунисты, и Немцов был, и другие, и другие. Они как-то вот пытались вот этим движением как-то вот
противодействовать этой власти, но конкретно их предложения тоже были, насколько я помню, они были тоже особо ничем не отличались, но что бы они сделали после прихода власти, я не знаю, но мне кажется, они вот нисколько не изменились бы. Вот сейчас есть здесь на Западе тоже вот эти либеральные разные деятели, которые сетуют за то, чтобы сохранить эту Россию, чтобы она была. Да, эта Россия, если она была бы в форме конфедерации, с правами всех народов и все такое, может быть, это что-то и было. А то это как бы федерация, фейковая федерация. Никакая это не федерация, это империя. Это Самое империя, которая настоящее. управляет центр. Да? Поэтому здесь обманывать людей не приходится. Поэтому я думаю, что люди там, скажем, в разных забитых регионах, так скажем, да, Дальний Восток, Урал, в других местах, там есть села, деревни, я же не говорю за города. И в городах там они не могут подняться, там очень значительное расстояние, понимаете? Там скажем, от города до другого города где-то 400 километров, или 500, или 1000, или другой. Чтобы они собрались, допустим, здесь они подняли этот Гайгуй, к примеру, да, в Москве. Так пока дойдет до Дальнего Востока, пройдет сутки, или наоборот. В общем, там как-то это огромная территория. Ну, конечно, все решается в центрах, но и в центрах они приловчились, и там у них же сегодня вот для охраны государства и государственных структур власти больше народа, чем армия их. По-моему, около 2-3 миллионов человек, если не ошибаюсь, так? А армия у них меньше. Вот они охраняют таким образом эту власть. Поэтому они не дают никому там, как говорится, не встать, не, как говорится, не пикнуть. И если что, даже по интернету, где там написал или сказал, что тут же хватает, сажает в тюрьму, а потом иди на фронт. И вот они сидят. Вот такая ситуация. Вот поэтому сегодня там нет такой ситуации. Но я знаю, я знал людей, которые были тогда, еще в те времена, которые вот именно за демократическое преобразование, за свободу вот этих всех регионов национальных, чтобы они могли выйти из этой империи. Вот такие вот, с такими задачами были люди, и движение такое было. Так? По-моему, они сейчас есть, но они где-то в подполье. И не знаю, как это сейчас у них движение двигается, но как оно развивается. Они тоже в подполье. И что они могут сейчас сделать, если не поднять весь народ? А ситуацию мы с вами хорошо видим. То есть не готово то население, которое есть, как бы само подняться и пойти на Москву. Вот там один был у них, из Якутии один шел там, я забыл, он шел из Кремля Путина выгонять, как его звали, забыл. Он Шаман, пешком шаман. шел, шаман, да, как и звали, Да. помню. Имя тоже не помню. Шел, Габазов, они не что ли? дали. Куда идешь Путина из Кремля выгонять? Изгонять. Вот если бы они за ним поднялись и пошли бы, другое дело было. Но этого же нет, мы понимаем же, это я шучу, правда. Ну вот такие вот движения, такие вот нету пока что. Это раньше можно, а сейчас и вообще подняться невозможно, такая ситуация. Но в любых случаях, в любых ситуациях можно подниматься, можно действовать и отстаивать свои права. Человек, он и создан для того, чтобы отстаивать свои права, а не для того, чтобы быть скотиной или каким-то рабом или манкуртом, скажем. Вот так считаю. Баркал, гражданин Ичкерии, валейк салам, модный доктор, шалом. Друзья, всех я вас приветствую. Братва из Нэшвилла, Make America Great Again, Язина. И там же, если ты написал бы Make Ичкерия Independent Again, вообще было бы супер. Я бы тоже поместил бы, закрепил бы твой этот комментарий. Так, друзья, напоминаю вам, если есть вопросы, задавайте, мы постараемся
задать Аяду, и он постарается на них ответить. Так. Старовойтов, это не нам. Это не нам. Особо дела, это пока. Так. Ну, если нет, не есть вопросы, да? Нету. Вопрос. Ну, подожди. Я несколько слов сказал бы Да, о том, что происходит, допустим, здесь на Западе, и здесь разные движения себя, значит, хотят защищать как бы Чеченскую республику Ичкерия от его имени, от Чеченской республики, выступать, говорить. Они все хотят, значит, из себя изобразить какими-то деятелями. В то же время эти люди, вот о которых я сейчас говорю, они, значит, хотят, значит, чтобы мы отказались от юридической основы нашего государства. Вот это мы должны помнить. Юридическая основа нашего государства, отказавшись от них, не признавая ее основы, они себя хотят представить представителями нашего государства и народа, скажем так. Поэтому это имя, мы должны все это понимать, это должны понимать наши друзья по всему миру, особенно и в Украине, и во всех других территориях, которые ранее были в Советском Союзе. Ситуация именно такая. Юридическая основа у них нет, а они себя выдают. Вот это самозванцы, ЗК и ОГОП-компания, или другие там разные общественные организации или религиозные организации, не имея никакой юридической основы для того, чтобы говорить от имени нашего государства, себя пытается выдавать за это и говорить. Поэтому в отношении этого должно быть четкое и ясное понятие. Мы их призываем вернуться в основу нашего конституционного строя и объединиться нам здесь на Западе для того, чтобы мы могли бороться за признание нашего государства другими государствами мира единым фронтом. Но этому препятствует агентура, которая работает на Кремль. Это агенты влияния, которые придумают все, что угодно, которые финансируются какими-то непонятными силами или, скорее всего, конечно, из Кремля. Это понятно нам, потому что у них есть возможность, они выступают и говорят, что вот есть вот такие-то, 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 значит, движения, которые все против, допустим, вот этого вот, которое они считают движение, там правительство там Закаева, что всех, кто против него, что они все, значит, работают на Кремль. То есть это скажу-ка я, что ты вор, пока, ну как это было там, крикнут, больше всех кричит вор, что держите вора. Эти вещи не надо говорить, и мы должны понимать. Еще раз говорим, все, кто это заявляет, покажите свои правовые основы народу и этим республикам, и все остальные должны тоже об этом знать. И не надо придумывать самолет или колесо, который, значит, уже давно все придумали, есть современное международное право, и поэтому на этой основе только мы сможем в этих условиях, которые мы видим сейчас в мире, и которое было с 1948 года у нас принято в основу, только так мы сможем двигаться. И все те, которые говорят, это нам не нужно, это не надо, мы там только на основе, значит, того, что религии будем, только на основе там шариата, это все неприемлемо. Почему? Потому что у нас религию никто не отнимал. Кто запрещает любому из нас верить? Кто верит там, значит, христианство верь, иудизм верь, мусульмане верь. У нас так записано в Конституции.
И любая религия имеет равные в этом смысле возможности отправлять свои обряды. Поэтому не надо говорить, что у нас есть проблема как будто религиозная. Вот у нас религиозная проблема. Нет никакой религиозной проблемы. Это надуманная вот эта вот идея или вбрасываемая нам Кремлем и господином, помните, этот был и есть он сейчас, Дугин, который рассказывал, как они нас это разобщили на основе вот этой религиозного противостояния, надуманного. Конечно, в этом вопросе мы не раз об этом говорим. Мы должны сохранить значит, свое государство, свой народ, и чтобы он развивался. Время покажет, как это все будет в будущем. Мы являемся гражданами Чеченской Республики, суверенного и независимого демократического государства. И мы действуем и создали свое государство в рамках международного права. Это должны понимать все наши люди и все наши друзья, где бы они ни находились. И поэтому мы просим, чтобы на это обратили внимание и чтобы понимали, что у чеченского народа есть, значит, легитимная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Она, конечно, не может быть полноценна, она в усеченной форме, потому что находится в зарубежье. И мы действуем, и мы сохраняем юридическую основу нашего государства, которой нет ни у кого из других. Вот это я хотел сказать, чтобы было всем ясно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хотел бы тоже задать такой вопрос. Вы сейчас упомянули Дугина, который является идеологом, одним из идеологов таких важных на фашистской России, ну, как положено, один из главных фашистов. Но есть еще и другой фашист, самый такой хитрый и, можно в какой-то степени назвать адекватным фашистом, если так уместно говорить. Генерал Леонид Ивашов. Он призывал русских не начинать войну в 22 году против Украины, понимая, чем все это грозит. И он оказался, как мы понимаем, прав. И вот он в одном своем интервью говорит, почему мы объединились с исламом? Почему? Да, наверное, потому что один народ не может всю тяжесть вот эту нести все время, войны, экономика, и что только не было с Россией. Все время русский народ и сегодня русский народ. Почему? Русский человек все время отвечает за все, за безопасность, за экономику. Может быть, вот и соединили нас, что когда у русского народа по Гумилеву синусоидная усталость и там падает, то вот эту энергию, которая там проявляется, ну, в различных, в том числе террористических целях, да так, почему ее не направить на созидание? Ну, на какой-то период вот возглавить интеллектуальные начала, проекты запустить, возрождение России, вот, и защита России и так далее. Вот, наверное, для чего нас соединили. А сегодня ведь Россия стоит на грани краха. И, вопрос следующий. Вот этот преступник и фашист без преувеличения обращается, прямо рассказывает, что до сих пор экономикой и безопасностью, то есть управлением и деньгами занимались русские, все время они занимались. И вот когда Россия стоит на пороге краха, они обращаются к исламским террористам, которых они до сих пор так называли, и с остервенением убивали любого, кого называли таким вот образом. Теперь он фактически предлагает возглавить интеллектуальные начала и проекты. И причем это речь в 2020 году, у него вся эта речь идет. И в контексте того, что говорил Дугин, в контексте, что говорит вот этот деятель, и потом в контексте нападения 7 октября на Израиль и попытку разжечь мировой исламский пожар, как они планировали, вот этот деятель Аят, как получается, что вот эти люди фактически от имени ислама, радикального ислама, занимаются вот этими делами? Как мы должны на это реагировать и что нам делать? Ну, что здесь сказать? Ивашова, я тоже о нем знаю. Я давно, значит, еще много лет назад слушал. Вроде был бы такой
толковый мужик, как говорится, генерал был, много он рассказывал, он предупреждал о некоторых вещах. Но то, что ты сейчас говоришь, я тоже об этом слышал, это он несет глупость. Никаких там объединений ни исламских, ни христианских нету, ни религии, они есть религии, это, значит, мнение каждого человека в отношении, как говорится, его мировоззрения, так? А то, что он пытается, вот давайте, пусть вы возьмите на себя это, никто не пойдет. Ну, просто они могут использовать своих агентов под этой личиной, так сказать, так? И то, что, мол, возьмите, а куда пойти? Ведь все эти, те, которые называют себя не русскими, которые хотят оставать своей национальностью, они же их гнобят по национальному признаку. Вот помню, недавно вот рассказывал, идет человек обычный, ну, в Москве, так, видит, что он не похож на русского, они его останавливают, они его начинают со всех сторон. Сколько таких случаев было? И это случается не только в Москве, это везде, повсюду, где бы они ни появились. Вот, им не нужно, они говорят, Москва для русских, там, да, Россия, Москва для русских. Они. Ну хорошо, если Москва для русских, то Якутия для якутов, Башкирия для башкир, Татарстан для Татарстан, тогда, значит, Коми для Коми, Чечен-Ингушей для чеченцев, ингушей, Дагестан для дагестанцев. Давайте разделимся. Эти все лозунги глупые, они бросают. Нам не нужна ни Москва, ничего, потому что эта Москва подпитывается с этих регионов, их природных запасов. Там в Москве у них ничего в этом плане нет. И они все это берут, потом распределяют, как хотят, и жиреют, как коты. Поэтому то, что он хочет передать нам, во власти там ни одного, значит, мусульмана практически нет, или и другой. Кто там во власти был? Никто. Россия, кто вот за последние, скажем, 30 лет? Ну, был Хасбулатов, они его там, как говорится, хотя он был и на их стороне, по национальному признаку тоже его там гнобили. Хотя он был и против своей республики, своего народа. Правда, он в конце, до своей, как говорится, смерти, он написал статью, в котором показал, что Чеченская республика была создана по праву и что это было суверенное государство. Вот это плюс ему идет Хасбулату. Я читал эту статью, еще выставил ее на нашем сайте. Да, бывало, я с ним однажды встречался, даже дважды с Хасбулатовым. Но он был такой человек, который был как будто во власти, но никакой власти у него тоже не было. Только так формальная власть, а власть была у президента, у исполнителя власти, а он там был вот такой. И кто там был из тех, кто мог бы управлять? Кто? Никого практически нет. Все были, как говорится, подмастерьями и под пятой в этой стране. И говорить его, что эти вещи не надо. Нам нужно не то, что там это, кто-то там это. Нам нужно, чтобы было именно, значит, равноправное, значит, управление страной, если это конфедерация. Тогда, вот как пытался это сделать Горбачев. Но не знаю, что у него получилось бы, но направление у него было как будто бы правильное, потому что все республики, которые были в Советском Союзе, в начале до апреля 90-го года их было 15 союзов республик, а после апреля Советский Союз еще 20 автономных республик сделал союзом республик. Стало 35. 3 республики Советский Союз признал независимыми государствами, как незаконно оккупированные в ходе Второй мировой войны и как непризнанные, и как признанные независимыми государствами остальными западными государствами, других государств. Поэтому, потому что в международном праве их вот так вот обозначили, что они независимые государства, захваченные, так, то их как раз-таки Горбачев и освободил. Поэтому для нас тоже нужно, вот создали мы свое государство, нам нужно признание нашего государства другими государствами на Западе, и мы призываем здесь объединиться для того, чтобы вот таким образом мы могли здесь
активно все вместе работать на признание нашего государства. Вместо этого здесь появятся разные агенты влияния, которые, значит, провоцируют на раскол. А одни из них не понимают, что сами делают, когда им даже объясняют все это. Другие понимают, это делают. Ну, в общем, вот такая ситуация, но мы в этом направлении движемся, и мы должны двигаться. А то, что в России, вот Ивашов говорит, вот такая ситуация, давайте вы, исламцы, русские устали и все такое. Да всегда во все времена они бросали и в царской России, бросали, конечно, эти народы на войну, скажем, на завоевание новых территорий. Еще в царское время были такие так называемые дикие дивизии, они даже оскорбляли их, дикие дивизии. Представь себе, вот эти вещи делают. А они их называют дикими дивизиями, а эти народы по своему происхождению, существованию тысячелетия имеют. А этот народ, который как бы назван русским, он не является таким, у каких-то там 300-400 лет всего лишь, которые они образовались. Вот этот оскорбительные вот эти разговоры и захват этой власти и всех богатств, оно не может все время находиться в одних руках, так называемых русских. Не может быть. Оно должно быть распределено по тем, значит, регионам, где они находятся. И эти люди, где там живут, они нищенствуют практически. Возьмите Якутию, возьмите, ну, другую Якутию, к примеру. Очень богатая республика нефтью, газом и алмазом, углем. И у них там даже моста нет, вот я читал недавно. Они мост даже не могли себе сделать, и поэтому ждут зиму, чтобы по нему, по реке переезжать. Ну, таких вещей много. А они оттуда самые колоссальные богатства, колоссальные деньги выкачивают и вот жируют по всему миру, да еще на другие страны нападают. Поэтому Ивашов, мне не казалось раньше, что он такой, но он, видимо, сгорбился, прогнулся. Кстати говоря, все их так называемые правозащитники, о которых мы говорим многие, да, они тоже были полуправозащитниками, многие, Да, да. полуправозащитниками. И потому что я почему говорю, я с ними почти со всеми встречался, почти со всеми. И только вот Валерия Ильинична Новодворская была примером, вот такой вот пример. А остальные были всегда полуправозащитниками. Я могу по-любому из них документально и обоснованно сказать. Потому что есть документы, в которых они, факты. А так, конечно, они прогибались. И этот, наверное, сейчас прогнулся. Так что здесь нет никаких разговоров. Если вот эта ситуация, которую сейчас мы говорим, с властью Соединенных Штатов Америки и объединение этих всех стран, вот Рамштайнское вот это объединение, если они пойдут таким путем, мы надеемся на успех этого вопроса, чтобы показать, что свободный человек, он сильнее, скажем, манкурта, Да, да. сильнее раба. Ну, Аят, по поводу этого Ивашова могу сказать, что это матерый такой чеченофоб, антисемит и совок. Ну, грамотный и очень осторожный. Такой, Ну, я понимаю, что ты говоришь, да. Это я еще но он, раньше о нем давно помню о нем. Давно очень я помню его, да. он имел в виду не то, что мы там объединяемся, он имел в виду, как раз это было в 2020 году, а через 3 года произошло нападение на Израиль. Вот снова начали вот эту тему исламского терроризма раскручивать русские террористы. И вот поэтому я задал этот вопрос. Я понял. Да, давайте перейдем к следующему. Аят, как вы думаете, что будет с фашистской Российской Федерацией через 5 лет? Ваш прогноз. Вот и через 5 лет и 1 день я сказал бы, а через 5 лет не скажу. Я же не шейх, откуда я могу сказать. Но если вот так пойдет ситуация в серьезности, то, наверное, должно быть так. Должно быть так, что те изменения, которые должны пройти в России, там должны пройти какие-нибудь вот
Вот здесь вот, скажем, некоторые политики или, как говорится, политологи, они выступают и начинают рассказывать. Вот, Мгм. вот с 2012 года мы были депутатами вот этого Государственной Думы, и теперь мы представляем депутатскую фракцию на Западе, в эти разговоры идут. А с 2012 года, а раньше до этого кем вы были? В 2012 году разве вы были законно избраны и юридически имели основания или легитимность имели? Не имели. Еще 31 марта 1992 года создание самой России было незаконно, потому что эту Россию, создание этой России подписал кто? Подписали, значит, российские регионы, то есть РСФСР, который возглавлял Ельцин, так? И подписали вот эти вот республики, не сами республики, а подписали коммунистические деятели, которые были тоже такими же проимперскими или, значит, были подноготные, которые в Советском Союзе были. И таким образом незаконно была создана власть и вот эта страна, Российская Федерация, Россия. Оттуда надо плясать, я так хочу сказать этим людям, которые пишут большие там монограммы, рассказывать, что вот с того-то времени. Нет, это не пойдет, это неправильно, потому что если решать, то надо решать именно с этого момента. Почему они 31 марта 90 года незаконно подписали федеративный так называемый договор и туда втянули все эти республики, которые были, если уж говорить в Советском Союзе, то они были союзными все. А уж если Советский Союз рухнул, уже об этом их закон вообще не воспринимается и близко. То есть мы все оказались в международном правовом поле, и каждый из этих народов имел право и обязан был провести свой референдум, избрать власть, так? И эта власть должна была после этого определить, каким путем пойдет эта страна. Это не позволили сделать тогда Ельцин и эта команда, которая Камарилье, который сидит во главе сегодняшней России. Если они эти вещи говорят, то, которые находятся, они образуют, то там они делают собрания, то там делают, и препятствуют нашей легитимной власти, тоже они препятствуют, которая не входила в эту и не подписывала наши, они еще нас взяли, еще вписали в 93 году свою конституцию. Я каждый раз это повторяю, чтобы как бы, значит, напоминать. Да, да. Они взяли, подписали нашу республику, то есть вписали в свою конституцию как часть России. И принятая ими конституция была тоже незаконна. Почему? Потому что Ельцин был тогда уже Конституционным судом даже той власти отстранен от должности. А я говорю еще дальше. Создание даже этой самой Российской Федерации России было незаконно. Они почему-то это опускают. И Да. это мне говорит о том, что они тоже имперцы. Нет никакого сомнения. Надо вот оттуда идти это. С момента распада Советского Союза, что было, оттуда надо идти. И тогда все эти республики не должны просить, скажем, у кого-то там создать свои там, разрешить им выйти из Российской Федерации России, которая незаконно создана. Этот вопрос должен быть рассматриваться основательно. Мы чеченский народ, Чеченская республика, как и другие республики Советского Союза, создали свое государство и заявили о создании своего суверенного и независимого демократического правового государства. За эту правовую основу, юридическую основу мы держимся, и мы ее никому не собираемся отдавать. Не отщепенцам чеченского, как говорится, сословия, или не тем, которые, значит, на любой там основе пытаются навязать и обмануть наш народ. Вот что я думаю, Аслан. Спасибо, Аят. Благодарю всех, кто вновь вошел. Я вас приветствую, друзья. Усману алейкум ассалам. Машвой. Друзья, напоминаю вам, вы можете писать еще минут 15 у нас будет эфир, вы можете задавать вопросы, либо, если хотите выступить, последнее время, вот, последние 15 минут, мы можем вам дать возможность в ТикТок, если кто-то хочет что-то сказать там, либо пишите комментарии, я буду зачитывать.
Азамат Карасаев спрашивает. Ассаламу алейкум, дяди. Как думаете, будет Третья мировая в 2025 году? Вопрос очень сложный. Но я скажу, не будет. Я так думаю. А может, она уже идет, а Не идет. не идет? Нет. Ну как, если весь мир, НАТО помогает Украине, китайцы и корейцы помогают русским. Вроде бы уже разделились, нет? Нет, это то, что они помогают, это один вопрос. Но это же они Мировая. сами не участвуют в этом. Ну да. Мировая война первая была, все участвовали. Вторая мировая тоже участвовали. Сейчас только помогают двум странам, которые, ну скажем, сейчас вот они этих корейцев втянули, но на какой форме они их втянули, это как раз есть форма втягивания другой страны. Но там дальше вот это они как в какой-то форме там оформили их, как будто они башкиры. Или не башкиры, а буряты. Мгм. Типа такого. Вроде бы они их толкают, они говорят, дают им какие-то паспорта. Ну, то есть они мудрят и хотят... То есть они не хотят, чтобы в эту войну сама Россия не хочет, втянулись и другие страны. То есть, а здесь я вам говорю, что есть люди, которые говорят, хватит с ними нянчиться, надо им не ждать, когда они нас ударят, а надо предварительно их замкнуть там, где они есть. Вот так вот заявление делают уже сейчас. Мгм. Поэтому я думаю, что Третьей мировой войны не будет. Напряженность будет, и здесь это естественно, и там уж дальше посмотрим. Мгм. Значит, соответственно, и вы предполагаете, что не будет и ядерной войны. Ну, разумеется, Мгм. Интересно. Посмотрим. Хотя в этот раз, может, я окажусь прав. Я думаю, что да-да. будет. Я думаю, что Ну, будет. хорошо, разные точки зрения, каждый имеет право. Я же свое мнение говорю. Да-да, Меня конечно. спрашивали. Обычно всегда ваше мнение, твое мнение всегда бывает верным в конечном итоге. Я вот, Но это не значит, что она всегда верна. ну, Просто я конечно, свое мнение говорю, и потом я так хочу. Вот там еще, вот это два. Вот это два. присутствует, да? Да, Я тут 200 евро пари сделал, заложил 200 евро, что если до Нового года Путина в бункере Зеленский ликвидирует, то я выигрываю. Если нет, то я уже тут с одним уже договорился и проигрываем эти 200 евро. да. Путин Но сбежал в посмотрим, Астану. если ты... Путин сбежал в Астану. Неизвестно, вернется или нет. Просто я на 200 евро Он попадаю, уже, по-моему, он уже в какой-то другой стране, я слышал, не а знаю, уже где он там. дальше Ну да, бежит. да-да. Ага. Не знаю точно. Асад сбежал в Москву, Путин в Астану. Да, Нормальная тема. Ближе к Китаю, да, поближе под дракона спрятаться. да, Ясно. конечно. Очень интересно. Посмотрим. Ну, короче, если Путин не вернется до Нового года, я на 200 евро попадаю. В любом Да, случае. да. Но там же не вернется тебя, а там же, чтобы его там, чтобы они замочили, ты хочешь, так? Конечно, но если вернется, то Вернется, не замочит. вернется, тебе деньги не будут. Только замочили, ты сказал. Да, да, Чтоб да, замочили. да. Да-да, Ну, посмотрим. 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 Ну, он может под конец подложить такую свинью, и чтобы я еще на 200 евро залетел, и чтобы не вернуться. Да, он тебе за... Не знаю, не знаю, Я им не знаю. очень не нравлюсь. Да, 200 евро не захочет, чтобы я заработал. Ну, шутки, Посмотрим. конечно, посмотрим, да. Так, добрый вечер. Асада убьют, как думаете, спрашивает Аят. Раз уже пошел такой, вот. Тема Ну такая. вот я здесь в роли Ванги, что ли, должен выступать. Откуда я знаю, убьют его или нет. Он умрет все равно. В любом Вот, да, я могу поспорить, что он умрет. Давайте поспорим. течение этого века, да? Да, как и все. Да, Да. как и все, кто живет сегодня. Так,
Так, я смотрю, очень не нравится, что я поспорил на 200 евро. Тут очень обидчивые какие-то попали под эти холопчики. Не хотят платить. Не, они обижаются, что за Путина так мало, вероятно, я предложил. А, А я обычный иммигрант, у меня денег, бесплатно работаю. да, да, да. Я в деле, Осман, что Путина не убьют. Осман, я уже не могу, одним я уже договорился, 200 уже, он первый был. Назад Но, хода нету. да, ну посмотрим. Так, есть еще Так. вопросы? Так, не вижу больше вопросов. Уйсага Вистрелуша, хочешь кто-нибудь выступить, сказать? Может, вопрос может выступить, прокомментировать. Если нет, то предлагаю завершить наш Давай стрим. завершим, давай, хватит, уже 2 часа почти говорим. Да, все практически, какие я планировал, темы мы затронули. В принципе, все нормально. Хорошо. Тогда я закончу. Давай. Друзья, Ну. да, есть вопрос сейчас. Давайте, друзья, на этом я наш стрим мы заканчиваем. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Спасибо всем, кто задавал вопросы и принимал участие. Осман, я не могу понять. Сейчас, подожди-ка, тут человек. Если то это Вайло. Если да, то напиши, да, нет. Нет. Все, тогда на этом наш стрим заканчивается. Спасибо всем, кто писал комментарии, участвовал. И завтра на чеченском, в понедельник на русском. Всего самого хорошего. Адикюль Машой Ая Дейрейс Хуйланд. Масана Дейрейс. Адикюль, до свидания, всем спасибо. Спасибо. До свидания.